Здравствуйте! Я медицинский психолог Канашского межтерриториального медицинского центра Минздрава Чувашии Шорникова Надежда Михайловна. Сегодня я хочу поговорить с вами о выборе, о том, как сделать его осознанно, преодолев все тревоги и страхи. С проблемой выбора встречается каждый, и причем мы выбираем каждый день, начиная с утра, что нам есть, с кем общаться, во что одеться, с кем дружить. Бывает, что думаем даже позаботиться нам о своем здоровье сегодня, или, может быть, сделать это завтра. А может быть, совсем не стоит пока об этом думать, потому что сегодня уже все хорошо, и еще все хорошо. Вот сегодня я хочу вам рассказать об интересной технике принятия решений, которая помогает принимать решения осознанно. Хочу сказать, что осознанность – это процесс понимания, а понимание приходит из опыта. Что же такое опыт? Опыт – это наши знания, наши эмоции, наши чувства, наши физические ощущения, наши ценности, наши убеждения, моральные установки, ну и много других элементов опыта нашего есть. Но эти как раз элементы, они влияют на качество нашей жизни. Либо мы счастливы, либо не очень. Либо здоровы, либо не очень. Вот сегодня я хочу вам рассказать про осознанность. Как сделать свой выбор осознанно, взвесив все «за» и «против». Для этого я хочу вам рассказать про одну интересную методику, технику принятия решений. И называется она «Квадрат Декарта». Этот квадрат придумал известный французский философ и математик, звали его Рене Декарт. И посоветовал, и изобрел он очень интересный квадрат, который действительно помогает человеку в принятии решения, подключая все свои, даже внутренние ресурсы. Человеку проще принять правильный выбор. Так вот, приступим к самому квадрату. Для того, чтобы использовать эту технику, я предлагаю вам взять для примера ситуацию с курением. Мы заодно обсудим эту ситуацию. Сама методика состоит из 4 вопросов. Нам последовательно нужно будет ответить на все 4 из них. Первый вопрос этого квадрата звучит так. Что будет, если это произойдет? Второй вопрос звучит так. Чего не будет, если это произойдет? Третий вопрос. Чего будет, если это не произойдет? И четвертый вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Вообще, квадрат Декарта – это такая методика, которую можно применять в любой области жизни. Но очень важно помнить, что ответы на эти вопросы важно записывать. Ну, во-первых, потому что мы можем запутаться в своих ответах. Ну и, во-вторых, наше подсознание начинает работать особенным образом, когда мы записываем свои размышления. Предлагаю вам разобрать эту методику сейчас на примере ситуации курения. Итак, давайте попробуем ответить с вами на 4 вопроса последовательно. Итак, первый вопрос. Что будет, если это произойдет? То есть, что будет, если вы бросите курить? Думаю, здоровым быть мечтает каждый. И получается, что если вы бросите курить, то вы сделаете первый шаг к осуществлению своей мечты – быть физически и психически здоровым. То есть вы меньше будете подвержены тревоге, депрессии, панике, стрессу, особенно в ситуации с пандемией. Улучшится качество вашей жизни.
И только при отказе от курения вы сможете снизить вероятность раковых заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с органами дыхания. Следующий ответ может звучать так. Если вы бросите курить, вы сможете сэкономить или накопить на то, о чем давно мечтали. Если вы бросите курить, это может сказать о вашей смелости и силе духа. Но и вы сами себя начнете больше уважать за это. Если вы бросите курить, вы сможете доказать всем тем, кто вас окружает, что вы серьезно намерены изменить свою жизнь, что вы волевой человек. И уважать станут вас больше даже окружающие. Если вы бросите курить, то это станет вашей мотивацией к получению новых достижений. А уж если это касается беременной женщины, то, думаю, все хотят гордиться своими детьми. А для этого в первую очередь необходимо подумать об их здоровье еще в утробе. Сигареты и курение могут привести к очень серьезным и опасным последствиям. Следующий вопрос. Что будет, если это не произойдет? То есть, что будет, если вы бросите курить? Давайте здесь тоже поразмышляем. Опять же, ответов может быть намного больше, чем предлагаю вам я. Важно очень, чтобы вы все-таки подумали сами об этом и ответили на эти вопросы сами. Итак, если вы не бросите курить, вам не нужно будет отказываться от привычного образа жизни. То есть, никаких усилий вам прилагать не нужно. Но при этом вы будете меньше себя уважать, так как не смогли преодолеть свою слабость и зависимость. Если вы не бросите курить, ваше физическое и психическое здоровье ухудшится, то есть появится риск развития тревоги, депрессии, сложнее станут разрешаться стрессовые ситуации, мозгу будет сложнее справляться и разрешать трудные задачи в жизни. Если вы не бросите курить, у вас появится риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями. Органы дыхания ваши тоже могут быть подвержены риску онкологических заболеваний. Если вы не бросите курить, вы не будете переживать по поводу того, что придется прикладывать усилия и учиться чему-то новому, по-новому смотреть на жизнь. То есть это будет преградой для вашего развития личностного. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? То есть, чего не будет, если вы бросите курить? Если вы бросите курить, вы уже не сможете жить той жизнью, к которой так привыкли, к которой жили раньше. Если вы бросите курить, у вас уже не будет достаточного количества времени на бесцельное времяпрепровождение. И если вы бросите курить, у вас не будет заболеваний. И четвертый вопрос. Чего не случится, чего не будет, если это не произойдет? То есть, чего не будет, если вы не бросите курить? Здесь уже можно очень много ответов найти. Чего не будет, если вы не бросите курить? Не будет здоровья, вы не сможете реализовать свою мечту быть здоровым, иметь крепкие нервы. Если вы не бросите курить, то не сможете сэкономить или накопить, или хотя бы будет это сделать сложнее. Если вы не бросите курить, то, скорее всего, не станете больше уважать себя, так как покажете страх и слабость духа перед переменами в жизни. Если вы не бросите курить, никто не поверит в серьезность ваших намерений изменить свою жизнь к лучшему. Если вы не бросите курить, у вас так и не появится мотивация к изменению своей жизни к лучшему. Или она будет недостаточно сильной для того, чтобы преодолеть трудности жизни. И если вы не бросите курить, вы не сможете избавиться от сомнений, стоит или не стоит, по поводу того, что не приняли волевого решения. А сейчас я хотела бы рассказать вам интересную притчу. Однажды мудреца спросили: «Скажи, как ты думаешь, что является для человека самым важным и ценным в жизни? Богатство или слава?» На что мудрец ответил: «Ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее богатого, но больного короля». Поэтому я сегодня призываю вас сделать осознанный выбор. Берегите себя. Будьте здоровы.